Инициатива у нас была совместная. Был предварительный разговор по телефону с министром культуры Республики Южная Осетия Дзагоевой Радой Филипповной. В ходе общения мы проговаривали возможности сотрудничества и пришли к общему пониманию о необходимости проведения Дней культуры Республики Абхазия в Республике Южная Осетия и, соответственно, проведения Дней культуры Южной Осетии в Абхазии. Поэтому можно сказать, что это была такая общая наша идея. И я очень благодарен моей коллеге Раде Филипповне, так как мы очень оперативно, быстро организовали данное мероприятие. Мероприятие, хочу сказать, прошло достаточно на высоком уровне. От абхазской стороны в Южную Осетию мы повезли Государственный молодежный театр, который представили спектакль «Третий день войны». Должен сказать, что осетинский зритель очень близко принял этот спектакль, потому что события, которые там разворачиваются, они близки как нам, так и юго-осетинскому народу. И также мы повезли наш государственный ансамбль песни и танца. И, соответственно, были наши представители эстрады, эстрадные певцы. И первый день открытия у нас прошло показом как раз спектакля «Третий день войны» была постановка. И в первый же день, принимая во внимание, что был большой ажиотаж, мы также в первый день еще и поставили наш государственный ансамбль песни и танца. И второй день закрытия у нас был ознаменован именно участием, выступлением наших эстрадных певцов и, соответственно, государственный ансамбль песни и танца дал уже свой концерт. Прошло все, повторюсь, на высоте. Полагаю, что наши юго-осетинские братья и сестры остались довольны тем, что мы смогли представить и показать. И в ближайшее время, соответственно, ждем коллективы с Южной Осетии. Уже здесь у нас в Абхазии будем проводить Дни культуры Республики Южная Осетия в Республике Абхазия. Даур Вадимович, а могли бы рассказать, как вы выбирали коллективы, которые будут представлять Абхазию в Южной Осетии? По каким критериям к этому подошло Министерство культуры? Что касается спектакля, мы все-таки хотели, принимая во внимание, что, во-первых, у нас год, это и 30 лет со Дня Победы, это и 15 лет со Дня Признания, мы думали над тем, какую провести постановку. И все-таки пришли к тому, что это должна быть национальная тема и, наверное, все-таки тема связана с событиями, которые имели место быть у нас в Абхазии 30 лет назад, темой войны. И поэтому посчитали возможным для себя взять эту постановку «Третий день войны», которая все-таки возвращает нас к тем трагическим событиям, ужасным событиям, которые в Абхазии проходили, и в Южной Осетии. То есть некое такое воспоминание. Что касается уже и эстрадных певцов, и государственного ансамбля песни и танца, мы проговорили, оценивали по каким критериям. Естественно, по возможностям, по готовности. И на данный момент у нас готов был к поездке государственный ансамбль, который поехал. И с эстрадными певцами уже индивидуально, конечно, все обговаривали. Таким составом мы и поехали. Скажите, а были какие-то совместные выступления там в Южной Осетии? С осетинскими артистами? Совместных не было, но было, что, например, когда у нас было закрытие, когда участвовал государственный ансамбль песни и танца, государственный ансамбль тоже Южной Осетии, СИМ, они дали там пару номеров совместно с нашим ансамблем. Это был некий комплимент со стороны юго-осетинской. Было очень красиво, было очень трогательно. Да, у нас было сообщение, что транслировалась пресс-конференция, которую давала абхазская делегация, да, вы в том числе давали пресс-конференцию. Расскажите, пожалуйста, был вообще интерес со стороны представителей Южной Осетии к такому событию, как Дни культуры Республики Абхазия в Южной Осетии? Интерес был очень высокий. Я в самом начале говорил о том, что
мы первый день планировали только показать спектакль на открытии. Но принимая во внимание большой такой интерес юго-осетинских жителей Южной Осетии, была некая просьба такая братская к нам, чтобы мы могли в первый день также после спектакля еще и организовать выступление нашего государственного ансамбля. Потому что мы, в принципе, планировали один день на закрытие, но желающих было много. И поэтому государственный ансамбль, он у нас выступал 2 дня подряд. Ну и о встрече, конечно, с главой Южной Осетии. Хотелось бы, чтобы вы поделились впечатлениями, какие вопросы были подняты, как вообще прошла встреча и что она предполагает в дальнейшем. Я хотел бы прежде всего, наверное, высказать слова благодарности президенту Южной Осетии Гаглоеву Алану Эдуардовичу за то, что он нашел время в своем плотном графике, принял нашу делегацию. Для нас это была большая честь. Более того, я искренне благодарен за награду, высокую награду, которую меня удостоили. Для меня это действительно была неожиданность и тем более большая ответственность перед народом Южной Осетии. В процессе общения, конечно, президент затрагивал вопросы, связанные с возможностью развития наших двусторонних отношений в сфере культуры, так как на встрече также присутствовала министр культуры Республики Южная Осетия. Мы поделились планами нашими совместными с президентом Южной Осетии, рассказали о нашем видении ряда совместных мероприятий, которые мы планируем, наверное, претворить в жизнь в ближайшее время, непосредственно это 26 августа, так как это единый у нас день признания, общий праздник. Ну и на перспективу говорили о более таком углубленном взаимодействии в этой сфере. Говорили о том, что такие Дни культуры Абхазии в Осетии, Дни культуры Осетии в Абхазии будут носить какой-то регулярный характер. Были ли какие-то, может быть, планы намечены? Возможно, не с главой, конечно, Южной Осетии, но, возможно, со своим коллегой, министром культуры. Вы знаете, мы в большей степени договорились о том, что мы увидели, что есть в этом большая необходимость, и увидели это по реакции людей, которые приходили эти 2 дня и на спектакли, и на концерты. И мы предварительно договорились о возможности обменных разного рода мероприятий вне рамок каких-то масштабных, будь это Дни культуры или любые другие большие мероприятия. То есть проводить обменные мероприятия нашими коллективами, чтобы наши люди, наши граждане имели возможность чаще соприкасаться с частичками наших культур. Была речь о том, что, допустим, делегация каких-то коллективов Южной Осетии уже в скором времени будет в Абхазии? В самое ближайшее время предполагается, что в конце мая, начале июня здесь, в Абхазии, будут проведены Дни культуры Республики Южная Осетия. Это самые ближайшие мероприятия, которые должны пройти. И хотелось бы подробнее остановиться. То, что вы получили награду. Расскажите, пожалуйста, в какой обстановке это было, как называется ваша награда, какие чувства по этому поводу испытываете? На самом деле, я говорю, для меня это было неожиданно, и тем более это очень ответственно и почетно. Это высший орден, высшая награда Республики Южная Осетия, называется Орден Почета. Поэтому все это проходило в торжественной обстановке, это происходило в дни закрытия, когда на сцену Государственного театра имени Хитагурова вышел президент, поблагодарил все наши коллективы за участие, за проведение Дней культуры. И в этой торжественной обстановке был зачитан указ президента о награждении как раз меня этим орденом, и также были присвоены почетные звания заслуженных деятелей культуры ряду наших артистов. Это были и артисты и нашего молодежного театра, и государственного ансамбля, и из среды эстрадных певцов.
Вот в такой торжественной обстановке юго-осетинская сторона отметила высокими заслугами, высокими наградами представителей Абхазии. То есть они получили звание заслуженных артистов Республики Южная Осетия. Республики Южная Осетия. Абсолютно верно. Очень приятно. Ну и хотелось бы, чтобы вы как-то резюмировали итоги в том плане, что какое значение имеют вот такие культурные обмены, да, между нашими республиками, с Южной Осетией, я не знаю, с другими республиками, тоже братскими, да. Наверное, это важно, и это и для творчества, наверное, важно, не только для каких-то культурных связей, но в общем, как бы вы могли резюмировать значение и важность таких событий? Я бы хотел подчеркнуть, что такого рода мероприятия, они необходимы. Они необходимы, потому что это дает возможность ближе узнавать нам друг друга, через призму культуры, потому что культура – это как раз та сфера, которая, наверное, и несет в себе генетический код, который заложен в наших народах. Мы посредством этого и передаем наши традиции, наши чувства, рассказываем о своей культуре, о своем быте, обычаях, именно через призму такого рода мероприятий. И самое главное, что было, повторюсь, приятно увидеть, это реакцию зрителя на те или иные мероприятия. И мы понимаем, что все это востребовано. И сегодня мы также с нетерпением ждем приезда наших братских коллективов сюда, в Республику Абхазия. И, конечно же, подобного рода мероприятия, я все-таки глубоко убежден, что их надо проводить и в наших северокавказских братских республиках, выезжать в регионы Российской Федерации, чтобы у людей была возможность через культуру понимать нашу сущность, кто мы такие. Это самый правильный путь доносить свою историю, свою культуру.